При этом глава субъекта подчеркнул, что любая поспешность в ослаблении режима в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад. Поэтому напряженная работа по борьбе с пандемией, когда от всех требуется предельная собранность, будет продолжена. Руководитель управления Роспотребнадзора по Ингушетии Борис Камурзоев отметил, что на каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Далее был представлен проект предложений по выходу из пандемии. Первый этап с 1 июня. Будет разрешена работа адвокатских, нотариальных контор и организаций, оказывающих юридические услуги. Разрешена работа транспортных узлов, междугородних и межрегиональных перевозок. Возобновлена работа аэропорта и всех других видов транспорта в прежнем режиме. Второй этап с 20 июня. Разрешена работа объектов спорта на открытых площадках и аренах для индивидуальных занятий. Работа торговых центров и магазинов по продаже непродовольственных товаров, объектов сферы услуг. Третий этап с 15 июля. Открывается доступ в парки и скверы, детские площадки и развлекательные центры на открытом воздухе с соблюдением необходимой дистанции между гуляющими. Начинают работать отели и предприятия общественного питания. Возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг, без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта. Возобновляется работа всех образовательных учреждений. Было отмечено, что особое внимание рекомендациям Роспотребнадзора должны уделить работодатели. На крупных предприятиях нужно предусмотреть регулярную санитарную обработку служебных и производственных помещений, пищеблоков, мест общего пользования. Необходимо проводить постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, обеспечить наличие средств профилактики. Руководитель ведомства подчеркнул, что по всем планируемым мероприятиям возможна корректировка как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения режима, в соответствии с прогнозами и анализом складывающейся по факту эпидемиологической обстановки в регионе. Мы должны показывать цифру, какая она есть. Понимаете? Не надо бояться цифры. Это страшная цифра. Нам надо быть очень внимательными. Они у нас обоснованные. Вот это самое главное. Пишите все как есть. Если у нас волна молодых пошли, то сказать, нельзя дома лечиться. Нельзя дома лечиться. И если вдруг, у нас дополнительно еще Минобороны разворачивает, они за день, за два разворачивают нам со своими специалистами и оборудованием полностью. То есть мы подготовились, у нас нет проблем с этим и не будет, местами я имею в виду. Поэтому людям надо разъяснить, самолечением не занимайтесь. Самое главное не останавливаться, разъяснять людям, не успокаиваться, разъяснять каждый день. Сегодня мы должны каждую жизнь спасать, каждую жизнь возможную. А это и предупреждение, профилактика. Вас всех сидящих прошу, от вас зависит очень многое. Вы руководители. Просьба к вам. И свой личный состав, и свои подразделения берегите. Значит, пусть они дистанционно сидят, дома сидят. Лучше пусть не появляются. Понимаете, можете обойтись без кого-либо, оставьте их. У всех есть гаджеты, у всех есть планшеты, компьютеры, скинут там в 3 секунды.